Доброе утро, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24, НВК Саха. В эфире «Утро Якутии» и в студии Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Сегодня пятница, долгожданная пятница, впереди прекрасные выходные, и один из самых ярких событий этого воскресенья станет наша долгожданная демонстрация. Как она пройдет, по каким улицам, мы узнаем сегодня. Да, также мы поговорим снова о Момском районе и, в частности, про женщин. Во время командировки в Момский УЛУС мы познакомились с удивительными женщинами, и мы узнаем, сколько, например, зарабатывают чумработницы, на какую наживку лучше ловить хариуса на реке Индигирка и какие тайны хранит в себе национальный костюм эвенов. Все это вы узнаете из нашего сюжета. Болливуд возвращается на большие экраны. В столичных кинотеатрах начинают показывать индийские фильмы. Рады ли этому якутяне и что они хотят увидеть на больших экранах, узнаем сегодня. Ну, а также в конце сегодняшней пятничной программы мы презентуем вам новый клип группы «Самалерия». Все это будет сегодня у нас в эфире. Будьте с нами. Также участвуйте в нашем прямом эфире. На наш номер 8 914 273 44 88 вы можете отправлять ваши поздравления близким, пожелания эфиру, гостям нашим можете задавать вопросы. Ну и не забывайте про наш телеграм-канал. Чтобы на него подписаться, достаточно в поисковой строке телеграма написать «Утро Якутии слитно». Ну, а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 14 градусов. В Заречной группе 11,3 градусов ниже 0. В южных районах 7-10 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе минус 3 градуса. В Нижнеленских 9-5 ниже 0. В западных районах минус 3, минус 1. В Колымын-Дигирской группе улусов 13-7 градусов ниже 0. В Янских районах минус 16. На северо-западе до плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 6 градусов. Ну что, сейчас утро. А утро это что? Это значит завтрак. Многие из вас сейчас завтракают. Желаем вам приятного аппетита. Заваривайте кофе. Ну и по традиции нашего пятничного эфира мы сейчас узнаем одно замечательное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. В этом нам поможет наш шеф-повар. Всем доброе утро. Сегодня будем готовить омлет в японском стиле с тигровыми креветками. Я их уже заранее почистил. И бананом. Очищаем банан. Банан нарезаем вот таким образом. Не мелко, не крупно. Ну, вообще, на ваш вкус. Так. Далее нам нужно отделить белок от желтка. Белок мы будем взбивать. Белок взбиваем до пены, пышной стойкой пены. Вот приблизительно до такого состояния. Желтки смешиваем с молоком. Соль.
наш омлет готов. Приступаем к выкладке. В принципе, ингредиенты можете положить на свое усмотрение, ну, начинку. Всем приятного аппетита! У меня разыгрался аппетит, но наш эфир утренний продолжается. И, Руслан, совсем скоро начнет, ну вот воскресенье, вот уже будет долгожданное событие для нашей столицы. Это демонстрация. Да, 1 мая. И как проходит подготовка, по каким улицам будут проходить колонны, мы об этом поговорим с Индирой Петровной Ли, начальником управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, пандемия внесла, да, свои коррективы в последние годы, и, наконец-то, в этом году демонстрация все-таки состоится. Как идет подготовка на данный момент? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, весна была богата именно на разные различные шествия. Вы, наверное, помните, да, что 5 марта состоялось шествие в национальных костюмах. Это было приурочено к Дню народного мастера и Году культурного наследия в Российской Федерации. Буквально на днях, вот, да, позавчера, 27-го, состоялось праздничное шествие, посвященное столетию СССР. И вот 1 мая состоится у нас шествие трудовых коллективов. Конечно, мы к этому празднику готовимся уже давно, да, тщательно. Хочу сказать, что все, наверное, в курсе, что у нас идет ремонт дорожного полотна по проспекту Ленина. И поэтому было принято решение о том, что значит, колонны трудовые, да, пройдут по демонстрации по улице Кирова в сторону Комсомольской площади. В связи с этим, конечно, здесь возникают у нас... были трудности. Этот маршрут был выбран не случайно, потому что, получается, мы должны уже на сегодня у нас сформировано значит, трудовых коллективов, которые количество 35 тысяч. 35,5 тысяч должны выйти на демонстрацию, и нам нужно их разместить, вы понимаете, да, чтобы они все вышли на улицу Кирова без, не запнулись где-то, без задержек. И это нужно все построить правильно. Для этого будут перекрываться улицы 1 мая. Какие? Значит, вот, вышло у нас распоряжение главы города Якутска о временном ограничении движения. Вот, наверное, на экране вы видите, да? Очень много будет улиц перекрыто. Это у нас Кирова полностью, по которой мы пойдем. Аржакова кусочек, где там будут у нас выстраиваться колонны. Полностью Ярославского, чтобы выстроились колонны, да? Орджоникидзе полностью. Частично вот Аюнского улица, как вы видите, да? Октябрьская, Курашова, Петра Алексеева тоже. Это все связано с тем, что будут выстраиваться колонны. Улица вот Горького небольшой кусочек, Пояркова. А по какому направлению пойдут колонны? То есть Значит, головная колонна у нас начинается, значит, перекресток Орджоникидзе, Кирова, возле ТРК Туймада. То есть совсем рядом с нами, да? Да, и идем в сторону Комсомольской площади. Индира Петровна, а подскажите, с какого периода будут перекрыты улицы? То есть когда уже можно будет передвигаться спокойно? Нет, значит, улицы перекрываются с 8 утра, С 8 утра. до 15 часов. До 15. До 15 часов. Но я хочу здесь попросить, наверное, горожан, чтобы они выстраивали свой график, чтобы не было, например, не попортить себе праздничное настроение, чтобы не было коллапса у нас транспортного. Все-таки выстроить так, чтобы свои, например, движения по городу согласно этому графику. То есть у каждой организации будет определенное время, когда они должны будут собраться и в определенном порядке также пойдут. Да, колонна у нас формируется с 9:30, движение начинается с 11. Тут я еще хочу сказать, да, наверное, может, как-то многих интересует порядок этих колонн, потому что очень много поступает звонков, за кем мы идем, как мы идем, как эти колонны формируются. Этим формированием колонн у нас занимались администрации управ и округов. Да?
принимали заявки до 27 числа. Все желающие трудовые коллективы подавали заявки, чтобы, например, со своим округом в колонне пройти. Колонны как у нас формируются? Первая — это у нас головная колонна, и она будет оформлена, значит, посвящена она году культурного наследия народов России, да? Далее, конечно же, нашим республиканским праздникам, да, это столетию Якутской ССР и году матери. И далее 390-летию города Якутска и 200-летию представительного органа города Якутска, ну, скажем, Якутской городской думы. Это вот наша головная колонна. Дальше пойдут у нас школьники пойдут, эти лучшие школьники. И, конечно же, мы, выражая, наверное, свое уважение за их героический труд, да, дальше у нас пойдут медики. Ну Да. и в целом, в принципе, каждая колонна будет знать, будут регулировщики, да, Конечно. определенные. Создана Всё специально будет. комендантская группа, которая регулирует это движение. Да, мне кажется, опыт у нас большой, и это уже такой слаженный процесс. Ну и, конечно, интересует всех горожан, какая же будет культурная программа, потому что все-таки это такой народный праздник. Да. И что нас ждет здесь интересного? Так, значит, мы идем по улице Кирова, Да. поднимаемся, скажем, вверх. Вверх. И все действия, культурные мероприятия у нас пройдут на Комсомольской площади. С 2 часов у нас будет концертная программа организована. Вначале у нас выступают самодеятельные коллективы города Якутска и пригородов. Далее у нас будут ваши коллеги с радио Тит-Тим, у них будет часовая концертная программа. И после этого будет молодежная программа для молодежи. Кроме этого, на Комсомольской площади у нас будут различные игровые площадки, фотозоны установлены, будут квесты, выставки. Поэтому для детей программа, танцевальные программы. А в парке культуры и отдыха будет праздничная Сохой, будут работать аттракционы, поэтому приглашаю всех гостей. Отлично. Ну, вам большое спасибо за то, что сегодня пришли в наш эфир, рассказали про программу первомайских праздников. Ну, а сейчас, друзья, мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение по индексации всех соцпособий. Президент попросил парламентариев отработать все необходимые поправки и механизмы для реализации этого шага. Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей, заявил, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий и пособий. По его словам, эта мера также коснется и заработной платы специалистов, занятых в бюджетной сфере. Опубликован проект госпрограммы льготной ипотеки для IT-специалистов. Ставка по льготной ипотеке составляет 5% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости недвижимости. Льготные ипотечные кредиты планируют распространить на IT-специалистов зарплатой от 100 тысяч рублей. Программа будет действовать в России до конца 2024 года. Сумма кредита до 9 миллионов рублей на покупку жилья в городах с населением до 1 миллиона человек. Программа не распространяется на квартиры, приобретенные на вторичном рынке у физлиц, следует из проекта постановления. Дважды в год служба судебных приставов проводит акцию «Права и долги». Специалисты службы выезжают в консультационные центры, в центры «Мои документы», где проводят работу с гражданами. У приставов можно узнать о наличии долгов за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, кредиты и так далее. Также судебные приставы проводят консультации, разъясняют права и обязанности должников, меры поддержки сторон, рассказывают о способах погашения задолженности и получения рассрочки или отсрочки платежей. Гражданам напоминаем о том, что о наличии задолженности можно узнать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Саха-Якутия. Также на сайте можно подать заявление в электронной форме и записаться на прием к судебному приставу.
Алданские дошколята померились силами в районном шахматно-шашечном турнире. Фестиваль театральных миниатюр среди детских садов проводят ежегодно. В этот раз на шахматных досках сражались коллективы 13 дошкольных учреждений. Всего в конкурсе фестиваля, проходившем в дистанционной форме, приняли участие 120 ребят. Победы и поражения, разгромы, заключения мира за считанные минуты. На шахматном поле возможно невероятное. В миниатюрах дети представили историю возникновения интеллектуальных игр, а в партиях показывали простые и сложные комбинации. Я назову эту игру шахматы, а ты, мудрец, научишь играть в эту игру всех моих придворных. Да, мой господин. Отныне моя любимая игра шахматы. Замечательные дети в Алданском районе. Когда видишь такие кадры, прям, диву даешься, да? Действительно, ведь дети – это наше будущее, да? Центр ранней помощи Кескиль был образован в 2019 году при Момской общеобразовательной средней школы. Он был создан с целью помощи родителям детей-инвалидов, либо детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с задержкой речевого развития. В игровой форме воспитанники получают специализированную помощь в социальной адаптации перед школой. Центр обучает по следующим программам: присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста, коррекция речи и психологическое сопровождение, дополнительное образование и укрепление здоровья. У нас отдаленный улус, да, и дети не могут поехать в Якутск. Не каждый родитель может детей туда отвезти, поэтому этот центр был создан. Это единственный центр в арктических улусах. Центр оснащен всеми специалистами. У нас работает психолог, инструктор по ЛФК, я логопед-дефектолог и воспитатели. 2 воспитателя и тьютор. И вновь Момский улус, да, где недавно побывал ты и наша съемочная группа целая, да, то есть, и давай вновь вспомним эту командировку замечательную. Вот что запомнилось, Руслан, больше всего тебе? Нет, это, конечно же, северные просторы, великолепные горы, красота, а самое главное, люди, особенно поразили женщины Арктики. Это, например, жены оленеводов, которые кочуют вместе с ними, занимаются воспитанием детей, организуют быт. Но также хотелось бы отметить, что они никогда не забывают о себе, занимаются творчеством, поют, танцуют и любят экстремальный отдых. Кто они? Женщины Арктики в материале Ирины Григорьевой. Каждое утро в Улаханчистальском наследии начинается с этого звука. Воспитательница детского сада Светлана Данилова с утра на буране. Свой транспорт она купила несколько лет назад. Буран в арктических районах – первая необходимость. В Момском районе большие расстояния. На своих двоих далеко не уедешь. На своем железном коне она и за хлебом съездит, и в детский сад заедет. Я купила этот буран в 2015 году за 315 тысяч. Удобный, на работе хожу, за детьми, за хлебом. Всегда езжу на буране. Скорость у вас большая или вы любите медленно ездить? Большая скорость. С ветерком, да, любите? С ветерком. Ранним утром, но в другом селе Хану, на ногах другая женщина, а вернее уже на снегу. Свежий воздух, река, окутанная туманом, красиво наледь. Зинаида – рыбачка со стажем. Работает в управлении культуры, но отдыхает только за удочкой. Река Индигирка щедра на улов. Хариусу, ленок, щука и лец. Ежедневно Зинаида проходит 5 километров, чтобы поймать золотую рыбку. Вечером сделать из свежего улова вкусную индигирку. С молоком матери уже прививается. У нас это как обычно, как обычной женщине северной. Нет ничего такого удивительного вроде бы. Мы все привыкшие к холоду. Есть женщины в венских стойбищах, особенно в родовых общинах. Оксана уже 28 лет работает чумработницей. И оленя на скаку остановит, запряжет и снова поедет. Чумработницы и сегодня ведут хозяйство во многом так, как это делали их бабушки. В каждом чуме, в каждой палатке, в лесотундре, в тундре особое место, почетное место занимает печь. Вот сейчас здесь варится
очень вкусные лосиные ноздри, а вот здесь местный деликатес, оленей язык. Тундровая жизнь не для ленивых, отмечает Оксана Семеновна. Ведь она по-прежнему требует крепкие и ловкие руки, смекалки и особых секретов, передающихся из поколения в поколение. С утра уже начинаем все делать, да? Уже привыкли. С утра сразу тесто, да, потом чтобы хлеб был, да. Дети очень любят стадии, поэтому главное смотреть, чтобы они далеко не ушли и все такое, да. И мы стараемся с мужьями вместе всегда быть, поэтому им легче, когда мы с ними, да. В известной династии Худи-Громовых стараются сохранять духовные ценности, а главное наследие для родовой общины – это олени. Прадед Громовых, родом с Ямала, был репрессирован, женился на бабушке Марии Ивановны. С тех пор пустили корни, а главное – сохранят вековой уклад жизни кочевой семьи. Имена их отцов, сыновей золотом вписаны в трудовую славу Момского района. Научил всех как-то подобрать оленей, которые хорошо бегают. И очень грамотно обучал собак. Это помощники оленеводов собаки. Сейчас у моих детей самое большое количество оленей, 1200 голов. Краски северного сияния в узорах мастериц. Веками отточенное техническое мастерство. Разноцветный бисер и лоскутки из оленей шкуры. Нити и шерсти сделали повседневную одежду ивенок подлинными произведениями искусства. Бисерная вышивка – это сама природа. Земля, небо, солнце и снег. Это оранжевое солнце, а это у нас горы. Горы. Головной убор. Но это самое главное украшение женщины, так как она очень наряжает северную женщину. Ну, показывает, наверное, красоту. Женщины делают разные узоры. У меня, например, вот тут такие, да, висюльки красивые. Заполярная Мома. Граница Северного полярного круга проходит всего в нескольких километрах от центра Момского района, села Хану. Зимой здесь стоят 60-градусные трескучие морозы. Но даже зимой, а особенно весной, здесь яркое солнце. Во-первых, как вы видите, да, тут все белоснежное, все очень белое, все ослепляет. Поэтому мы без очков вообще не можем обойтись. Вот как видите, можем вот так ходить. Очень красиво. Ну, не обязательно такие очки солнечные, да? Еще обязательно пользуемся SPF-кремами. Вот, примерно так. То есть даже зимой можно загореть? Конечно. Народы Севера – это уникальная цивилизация, созданная в течение многих столетий. Но главное – Арктика – территория сильных и красивых женщин, тайна и неприходящая ценность которых еще до конца не раскрыты. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Георгий Григорьев, Момский район. Действительно, замечательные кадры, прям вновь нахлынули воспоминания. Ну и огромный привет Момскому району. А у нас на наш телеграм-канал «Утро Якутии» поступило поздравление. Причем я как понял, что особой даты нет, но тем не менее, просто с добрым утром. В это прекрасное утро поздравляем Лилию Алексеевну и Сардану, жителей города Вилюйска. Желаем яркого солнца, радости, улыбок. Спасибо работникам телевидения с пожеланиями Каскелена, Айталына, Челгиена и РЛ. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем доброго, отличного утра. Какие у нас замечательные телезрители, да? Вот, ну нет повода, но они его сами придумали и просто передали пламенный привет. Спасибо вам большое. Ну а на календаре сегодня 29 апреля, и сегодня отмечается Международный день танца. И я думаю, это замечательная возможность сегодня вечером просто потанцевать немного и поднять себе настроение. Повод есть. Ну а, кстати, еще мы сейчас ведем прямой эфир, у нас идет цифровой сигнал, но 29 апреля, то есть в этот день, в 1931 году была проведена первая опытная телепередача в Советском Союзе. Во Всесоюзном электротехническом институте провели опыты по передаче в эфир радиоизлучения, которое генерировало телепередатчиком «Бегущий луч». Во время трансляции была передана только одна небольшая фотография. Ну а что еще интересного произошло в этот день в нашей постоянной рубрике?
29 апреля – Международный день танца и Великий Чистый четверг у православных христиан. По народному календарю, если подул западный ветер, это к сырости. Атмосферное давление падает медленно, это к ветреной погоде. 29 апреля 1770 года Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. Спустя 18 лет в 8 километрах к северу от места высадки начал расти город. Сегодня этот мегаполис называется Сидней. 29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии им электрона. 29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сунбек запатентовал изобретение зиппер или зип, которое сегодня нам известно как застежка-молния. В 1932 году в этот день в СССР созданы бригады содействия милиции. 29 апреля 2000 года Германия передала России фрагменты подлинной янтарной комнаты, похищенные в период Великой Отечественной войны. 29 апреля 1818 года родился Александр II Романов, российский император. В 1854 году в этот день родился Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, физик, астроном и теоретик науки. 29 апреля 1955 года родилась Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1958 году в этот день на свет появилась Мишель Пфайфер, американская актриса. 29 апреля 1970 года родился Андрей Агаси, американский теннисист, первая ракетка мира, олимпийский чемпион. В этот же день и год родилась Ума Турман, американская актриса и модель. Именины в этот день отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей. Руслан, а следующая рубрика, любима нашими телезрителями, потому что она посвящена братьям нашим меньшим. Да, рубрика «Мой питомец». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами разберем команду «Стоять». Также покажу на немецкой овчарке Парабель. Бери рядом. Команда «Стоять» выполняется из двух положений. Когда собака сидит и когда собака лежит. Из положения «сидя». Первоначально я без лакомства объясняю собачке, что я от нее хочу. Движение тела. Правой рукой беру за ошейник. Присаживаюсь на одно колено. Бери сидеть. Да. Команда. Первоначально у вас сидеть была. Перед тем, как дать команду стоять, ваша левая рука заносится слегка под живот, ближе к задним лапам. Бери, стоять под живот, и задние лапки вы отодвигаете назад. То есть передние лапы стоят на месте, а задние лапки отодвигаем назад. Притом не слишком далеко. Еще раз показываю. Сидеть. Да. Бери. Стоять. Встала и задние лапки отодвинула назад. Рука левая остается под животом. В правую вы берете кусочек лакомства. И теперь впереди собаки. Рука с лакомством к носу. Дали откусить. Вытянули руку. Мы учим собаку замирать красиво. Дали откусить. Бери. Вытянули руку. Лакомство в руке должно быть всегда. Первоначально. Дали откусить, вытянули руку. Да, молодец, хорошо. И потом мы учим собачку стоять на выдержку, чтобы она стояла сама. Отойти от собаки первоначально будет сложновато, поэтому что мы делаем? Правая рука за ошейник, левая под животом. И вам нужно обойти собачку. Даем команду стоять один раз. Ваша задача, чтобы ни одна лапка не шевелилась. Потихоньку, медленно обходим, меняем руки. Собаку придерживаем, медленно обходим, меняем руки. Обошли, присели, рука под живот, взяли кусочек лакомства, дали откусить, вытянули руку. Дали откусить, вытянули. Супер! Вот эта команда стоять из положения сидя. Из положения лежа. Бери, лежать. Да. Из положения лежа собака должна сразу же 4 лапами встать. То есть не села, а потом встала, а сразу же 4 лапами. Нет, лежать. Первоначально тоже лакомство убираем. Правая рука за ошейник, левая под живот. Произносим команду «стоять» и помогаем собачке встать на 4 лапы. Бери, стоять. Сразу же 4 лапки. Еще раз показываю. Лежать.
рядом, лежать, да. Правая за ошейник, левая под живот. Бери, стоять. Поставили, левая рука под живот придержали. Берем кусочек лакомства. Так, подожди секунду. Далее откусить. Вытянули руку. На. Далее откусить. Да, вытянули руку. И опять отдаем кусочек. И также команда «стоять». Обходите круг. Первоначально это будет круг. Бери, стоять. Первоначально вы обходите круг, собачку придерживаете. Потом, когда у вас собака обошли, если стоит хорошо, можно даже не присаживаться. Левой рукой под живот поддержали, дали кусочек лакомства перед собакой. Когда собака научилась стоять, вы обходите круг, уже не придерживая собаку. Бери, стоять. То есть собака стоит, а вы обходите круг. Собачка может поворачивать только голову. Лапами не передвигает, да. И потом вы уже выходите перед собакой. Встали перед собакой, дали кусочек. Кусочек должен быть в нос. Если вы задерете руку с лакомством, собака сядет. В нос. Похвалили. Шаг назад. Подошли, похвалили. Команда «стоять». Потом 2 шага назад. Подошли, похвалили. И потихоньку вы расстояние увеличиваете. Не торопитесь. Команда «стоять» самая сложная. Ваша задача, чтобы собака встала как вкопанная, 4 лапки поставила, все, больше не шевелится. Молодец, хорошо. Бери рядом. Да. Ну а на сегодня все. И увидимся в следующем эфире. Спасибо большое, да, за полезные советы по дружбе с собаками, да, по дрессировке. Мне кажется, это очень полезная рубрика для всех наших телезрителей. Абсолютно согласен. Ну, а мы перенесемся сейчас в Москву. Фонтан «Каменный цветок» — один из 3 главных фонтанов ВДНХ. Он открыт с 1954 года по проекту архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина. Добрынин родом из Якутска. Среди его работ очень много композиций из майолики, и некоторые из них хранит фонд Национального художественного музея. С творчеством Прокопия Добрынина нас сегодня познакомит музейный гид. Прокопий Иванович Добрынин. Советский скульптор, занимает одно из самых видных мест в истории развития скульптуры профессионально в Якутии. Это художник советской эпохи, родился в 1909 году в Якутске. После окончания в 1937 году Всесоюзной академии художеств в Ленинграде он остался жить и работать в Москве. Он учился очень известных скульпторов, таких как Вера Мухина, Александр Матвеев, которые научили его трудному искусству ваяния. Через все свое творчество он пронес любовь к родине, любовь к Якутии. Конечно, основными темами его были образы якутян и якутский фольклор. Он очень любил работать в технике майолика. Майолика — это подвид керамики, и название такое интересное произошло от названия острова Мальорка, где находился такой таможенный пункт, через который пропускали керамические изделия из Испании в Италию. И вот характерными особенностями майолики — это яркая декоративность, это глазурь, это декоративность, красочность. И в этой технике очень много выполнено работ Прокопием Добрыниным. В Национальном художественном музее представлено его произведение «Полевой цветок» с женихом Бергеном, в котором как раз отразились вот все краски земли Аланху, такая якутская мелодичность, напевность. И в этой работе как раз очень представлена любовь к Якутии, любовь к фольклору. И это произведение, оно созвучно поэтическому строю якутской сказки. Продолжая тему искусства, хотелось бы объявить о том, что Болливуд возвращается на большие экраны. В столичных кинотеатрах начинают показывать индийские любимые фильмы. Рады ли этому якутяне и что они хотят увидеть на больших экранах в материале Дмитрия Тамырова.
Все эти девушки – ярые фанаты Индии. А если быть точнее, то фанаты индийского кино. Ведь именно в 80-х годах в стране был бум индийских мелодрам. В детстве всегда в клубе, в деревне ходила на индийские фильмы с сестрами. Меня сестры брали с собой. Там всегда плакала и любовалась танцами, песнями. Поэтому как-то прониклась к Индии. А какой фильм у вас самый такой запоминающийся? Ну, «Жажда мести», наверное, где жену к крокодилу бросили. Ну и «Слоны мои друзья». Фанаты Болливуда до сих пор помнят имена актеров, которые в то время были звездами индийского кино. Индийский есть Рамиш Я и этот любимый Раджа. Но они кассетные, сейчас этих нету. Любимой актрисой является Айшвария Рай. Люблю смотреть ее фильмы. И последнее смотрела «В печали, в радости». Ну, там Амитаб Баччан играет. И, такие мелодичные мелодрамы люблю. А объединила всех этих фанатов Сыджая, человек, про которого, можно сказать, пропитано Индией до мозга и костей. Конечно, наше детство прошло с индийскими фильмами. Мы все обожали индийские фильмы. С этим жили, красовались, танцевали, мечтали. И, конечно, все это воплотилось в реале. Я сейчас занимаюсь индийскими танцами, преподаю, самообучаюсь. В ее студии танца собираются настоящие фанаты Болливуда. Тема для разговора, естественно, Индия и фильмы. И, конечно же, индийские танцы. Это, можно сказать, отдельный вид искусства. Меня зовут Горохова Мира Петровна. Мне 65 лет. Танцем я занимаюсь 2-й год. И очень мне нравится здесь заниматься. Здесь я эмоции получаю, удовольствие, и себя старше не думаю. Я работаю как-то тихоря, поэтому некоторые люди, когда узнают, что у меня есть школа индийского танца, удивляются вообще. Есть даже находят фанаты. Есть фанаты Индии вообще, те, которые вообще одевают одежду, украшения, просто на вечеринках. Индия пати там проводят, да? Такие люди есть даже, они находят меня и приходят на занятия, есть такие. Ну а после занятий Сыджая здесь проводит сеанс медитации. Это не только расслабляет после танцев, но и, как она отмечает, приводит к внутреннему балансу. Если раньше индийские фильмы больше походили на мюзиклы с песнями и танцами, то, как говорят киноведы, сейчас современные индийские фильмы отошли от ярких красок и больше стали похожи на европейские. Это связано с тем, что Министерство культуры Индии приняло решение вывести национальный кинематограф на международный уровень. Будут ли иметь большой успех современные киноленты, как в 80-е и в 90-е, узнаем совсем скоро. Сейчас якутские кинотеатры как раз ведут работу с дистрибьюторами Болливуда, надеясь возродить среди якутских зрителей былую индиоманию. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. Сразу чувствуется, что сегодня Международный день танца, и у нас еще поступило одно поздравление из Момского района. Алексей Варламов поздравляет молодежный народный танцевальный коллектив «Т-Тим» с Международным днем танца. Желаем новых высот, новых танцев и теплых аплодисментов. Ну а мы, в свою очередь, присоединяемся и поздравляем все танцевальные коллективы нашей республики. А еще, Руслан, сегодня у нас замечательная утренняя новость, ведь именно эти кадры именно этого танцевального коллектива сегодня попали на федеральный канал, то есть в программе «Доброе утро» показали именно нашу работу. Давайте посмотрим. See
Потрясающие кадры, да, Руслан. Действительно, это огромная работа всего нашего коллектива. И для всех жителей Момского района, мне кажется, это вот такой замечательный подарок, да, весенний подарок. И мы вас благодарим за то, что помогли нам в этих съемках. Абсолютно верно. И присоединяюсь еще раз ко всем поздравлениям. Ну, а сегодня у нас конец недели, и мы предлагаем вам отправиться в очередное еженедельное кинопутешествие. Побываем вместе с героями премьерных лент в лагере «Артек». Отправимся в великое путешествие. Попадем в команду мечты. А для тех, кто по каким-то причинам пропустил оскароносный «Ла Ла Ленд», посопереживаем его главным героем. Всем доброе утро! В прокате кинотеатра «Лена» с 28 апреля отечественный анимационный фильм «Бука. Мое любимое чудище». Главные роли в этой современной сказке озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков и Тимур Родригес. По сюжету своенравная принцесса Варвара сбегает из дворца, чтобы отправиться на встречу со своим прекрасным принцем. Вот только вместо жениха девушке встречается лесное чудище и разбойник Бука, который не прочь получить выкуп за ценную заложницу. Втюрился? Да она тебе не пара. Что в ней хорошего? Ни рогов, ни шкуры. Бука – настоящий рыцарь. У него благородное сердце. Угу. Огородное. Знаю. В преддверии Дня Победы 28 апреля на российские экраны выйдет фильм «1941. Крылья над Берлином», главным героем которого стал герой Советского Союза Евгений Преображенский. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге советских летчиков, которые в августе 1941-го совершили 9 авианалетов на Берлин. Также с 28 апреля в прокат выйдет фильм «Артек. Большое путешествие», в котором главные герои, школьники, отдыхающие в Артеке, переносятся в прошлое и встречаются со своими родителями, с которыми им необходимо подружиться и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее. Не успеем завтра, навсегда в прошлом застрянем. В лагере есть проблемы? Только одна. Рыжая и наглая. А может быть другая, тощая и вредная? Привет, дедуль. В смысле, здравствуйте, Ярослав Игоревич. Я сюда сына не для того привез, чтобы он всякой ерундой занимался. У тебя же Вадька есть. Мне бы времени побольше, я бы тут у вас поднялся. Операция «Мясной фарш» – фильм, основанный на реальных событиях Второй мировой войны. От продюсера фильма, обладателя премии «Оскар» Эйна Каннинга. А в главной роли неподражаемый и оскароносный Колин Фёрд. По сюжету двое находчивых разведчиков во время своей шпионской миссии используют труп офицера и поддельные документы с целью перехитрить вражеские войска немцев и провернуть в жизнь свой дерзкий и невероятный план. Насколько им это удастся, узнаем уже сегодня. Господин премьер-министр, риск слишком велик. На кону судьба мира. План абсолютно немыслимый. В рассказах о войне всегда есть то, что на виду, и то, что скрыто. Также сегодня кинотеатр «Лена» покажет премьерные картины, мистический хоррор «Постмортем» о посмертных снимках в память об умерших близких. Зачем вы к нам приехали? Вы их только разозлили. Ждет нас и увлекательная история фильма «Команда мечты», которая расскажет про спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. Но детей любят, поэтому согласился. Какая опасная ситуация. Какие страсти, какой накал. А ты бы вот что выбрал между каналом и ребенком? Стоит сходить и на «Ла Ла Ленд», если пропустили его по какой-то причине. 5 лет назад мюзикл с Эммой Стоун и Райаном Гослингом взял 6 «Оскаров» и 7 «Золотых глобусов». Сюжет фильма прост. Разбитая старлетка влюбляется в героя Райана Гослинга, начинающего музыканта, который тоже хочет прорваться
вверх. Но на пути к успеху каждому придется сделать выбор: чувство или слава. Героем может стать каждый, если им движет любовь. Таков девиз приключенческого мультфильма «Суворов. Великое путешествие», который стартует в кино с 1 мая. Это история простого юноши по имени Гриша, который попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Суворову, станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий и бросит вызов опасному злодею, не раз проявив смекалку, и найдет новых верных друзей. Ну а на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро всем тем, кто только присоединился к нашему эфиру. Напоминаем вам о том, что вы смотрите «Утро Якутии». И сегодня в студии у нас уже есть утренний гость. Это Василий Ефимов, это директор венчурной компании «Якутия». Доброе утро, Василий. Доброе утро, Дарья, Руслан. Вот по поручению главы Якутии Айсена Николаева работает программа по реализации мер поддержки якутских IT-компаний. Недавно завершился прием заявок от компаний. Сколько заявок поступило и какие были условия, когда объявят результаты этого конкурса? Да, действительно, вот мы реализовали уже первый этап программы поддержки с целью сохранения рабочих мест в IT-отрасли. Общий объем поддержки первого этапа 150 миллионов рублей. Но мы ожидаем, что второй этап, который состоится осенью, также будет вот на эту сумму. Всего у нас поступило 25 заявок. 25 заявок, из них, получается, вот комиссия заседала у нас 20 апреля и отобрали 21, которые соответствуют нашему положению. Ну и, соответственно, вот эти 21 компании будут поддержаны на сумму 5 и 10 миллионов рублей. То есть это такие хорошие показатели, да? И на ваш взгляд, вот насколько важно вообще, да, подобные проекты? И что дают они для молодых? Безусловно, на самом деле вот мы один из первых регионов, возможно, даже первые, да, вот в Российской Федерации, которые вот оказывают такую финансовую поддержку. И это действительно очень важно, потому что сейчас, ну, ситуация достаточно турбулентна, но тем не менее у стартапов сейчас очень много возможностей. И вот с учетом господдержки многие компании, вот они не только вот сохранят рабочие места, но я уверен, что они вот приумножат свои выручки, да, и, соответственно, сделают вклад в развитие республики. Ну, может быть, вкратце расскажу также про критерии, которые у нас были во время отбора, да. Основной критерий — это у нас компания должна быть зарегистрирована на территории Республики Якутия. Обязательно должна быть аккредитация Минцифры РФ как IT-компании. Компания должна, вот, претендующая на 5 миллионов рублей, иметь 5 рабочих мест, которые должны поддерживаться в течение 1 года. Ну, а компания, которая претендует на поддержку 10 миллионов рублей, 10 рабочих мест, соответственно. Да. Ну, вот хотелось бы также поподробнее остановиться на акселераторе B8. Сейчас идет уже 7-й поток. Какая основная программа венчурной компании и Фонда развития инноваций Якутии? Вот можно поподробнее рассказать о программе. Да, мы продолжаем традиционно наш акселератор B8. Как вы правильно сказали, у нас 7-й поток, также вот запланированный 8-й. И у нас оказывается менторская поддержка, экспертная, ну и также вот компании, которые дойдут до демо-дня. Сейчас у нас акселерацию проходит 10 компаний, 6 компаний получат финансирование в размере 1,5 миллиона рублей. Вот. Но фонд ведь поддерживает стартапы, да, на ранних стадиях. Есть ли у нас какие-то яркие примеры, которыми мы уже можем, так сказать, гордиться? Да, конечно. У нас на самом деле вообще в портфеле 43 организации уже. Ожидаем то, что к концу года будет 52, а вот с учетом программы поддержки, ну, даже больше. Ну, мы на самом деле гордимся каждым нашим выпускником. Понятное дело, то, что не у всех сразу все получается. Как вы правильно отметили, у нас предпосевная стадия. Ну и, соответственно, риск провала достаточно велик. Но, тем не менее, вот мы как раз вот создаем вот эту культуру, чтобы стартапы пробовали, тестировали свои гипотезы, ну и продолжали дальше даже в случае провала. Ну, Василий, мы вас благодарим за очень интересную информацию. Желаем вам хорошего завершения акселератора. В июне, да, он завершится? Да, у нас ожидается демо-день 25 июня. Ну и также вот хотел бы пригласить компании, которые вот готовы развивать свои стартапы на наш 8-й поток акселератора, который состоится осенью. Ну и также вот на 2-й этап программы поддержки IT-отрасли. Спасибо. Ну, присоединяйтесь, друзья. Ну и, конечно, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Передаем слово нашим новостным коллегам.
Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В России остро стоит вопрос импортозамещения, а самое важное направление, по мнению экспертов, разработки в сфере высоких технологий и телекоммуникаций. Традиционно в этих сферах была высокая доля импорта, в частности, программное обеспечение, оборудование и другие комплектующие были иностранного производства. Сейчас по всей стране определяют новую логистику поставок, ищут партнеров, которые будут поставлять товары, аналогичные попавшим под санкции. Как раз понимая вот эту возможность и необходимость поддержки IT-отрасли, у нас на уровне правительства принято решение о выделении 300 миллионов рублей для поддержки IT-стартапов. И через Фонд развития инноваций до них доводят средства, которые они должны тратить именно на оплату труда, на заработную плату, чтобы в течение вот этого периода 1-2 лет у них была возможность изучить те возможности, которые есть, и разработать решения, которые будут как раз-таки заменять те иностранные продукты, которые у нас уже с рынка уходят. Потому что на самом деле это такая большая ниша, которую наша компания сегодня готова занимать. Санаторий Бес-Чагда в Подмосковье оказывает новые виды медицинских услуг, проводит постковидную реабилитацию пациентов. В учреждении представлены все узкие специалисты. Ведут прием онкологи, дерматологи, эндокринологи, офтальмологи и другие врачи. Приобрели новое диагностическое и лечебное оборудование. Санаторий принимает до 200 пациентов в месяц. Помимо общих оздоровительных программ имеется широкий спектр лечебных. Они востребованы среди населения Якутии. Одна из популярных методик – введение препаратов гиалуроновой кислоты в суставы. Это увеличивает объем внутрисуставной жидкости и позволяет отсрочить эндопротезирование. Эффект наступает практически сразу, боли уходят, процедура амбулаторная, хватает ее практически на год, поэтому этому уже готова ударно-волновая терапия. То есть у нас сейчас разрабатывается уже полноценная программа лечения суставов совместно с сотрудниками первого меда, кафедры травматологии и ортопедии. Консультативный прием профессора будет открываться с мая месяца. Поэтому я думаю, что это направление, говорю, оно тоже очень жизненно важно, актуально, при том, в каком суровом климате живут якутяне. Мы вас ждем, приезжайте. Надеемся оправдать все ваши надежды, пожелания, что вы уедете от нас бодрыми, красивыми. Лучники Мирного привезли 7 медалей с открытого первенства и чемпионата Алтайского края. В Барнауле за звание чемпионов боролись более 100 лучников из 7 регионов России. Якутию представляли стрелки КСК «Алроса». Заняли 2 первых места в соревнованиях по стрельбе из блочного лука. Александр Шадараев принес золото в стрельбе из классического лука и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 3 серебряные медали выиграли юноши и команда девушек-классик. Основная задача участия на этих соревнованиях – это подготовка к первенству и чемпионату Республики Саха, которые будут проходить в июне месяце. В чемпионате республики будут разыгрываться путевки для участия в спортивных играх народов Якутии. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Вот и подходит к концу наш пятничный эфир. Мы желаем всем нашим телезрителям доброго утра, замечательных выходных и прекрасного настроения. Присоединяюсь к поздравлениям, к пожеланиям. И сейчас хотелось бы в завершении нашего эфира представить вашему вниманию новый клип группы «Самалерия». Почему так грустно мне? Почему так грустен мир?